Я его не обнаружу. Я обнаружу, я желаю. Набедокурили, а родители теперь в ответе. Стрельбу на свадьбе в минувшее воскресенье обсудили теперь уже в Совбезе. Под звуки лезгинки сегодня проводили первых новобранцев. Весенний призыв 2018-го в репортаже Микаила Тангиева. Получить хотя бы каплю воды в этом многоквартирном доме отныне смогут только при одном условии – погашение внушительного долга. Да, не видать воды жителям многоквартирного дома под номером 41 по улице Московская. Так решили наказать неплательщиков. Если мы даже поедем и действительно отдадим дань уважительного отношения к памятникам истории, потому что мы с вами это должны прежде всего знать. Проникнуться духом времени. Сегодня Международный день памятников и исторических мест. Экскурсия прилагается. Мы выявили уже за первый квартал текущего года 68 нарушений. Электронную сертификацию и защиту от мраморного клопа на территории Ингушетии обсудили в Россельхознадзоре. Это новости 24. Добрый вечер. Глава Ингушетии вместе с сенатором Биланом Хамчиевым приняли участие в итоговом заседании коллегии Министерства промышленности и торговли страны. В своем отчетном докладе Юнусбек Евкуров проинформировал о том, что промышленное производство в республике демонстрирует стабильный рост. Общий индекс промышленного производства – это добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, производство и распределение газа и воды – по итогам 2017 года составило 115,6%. Это второе место по СКФО. Также удалось достигнуть успеха в реанимации ранее простаивавших предприятий Назрановского завода электродвигателей малой мощности и картонажной фабрики в городе Карабулаке. Неотъемлемой задачей на текущий год является реанимация таких предприятий, как кирпичный завод, гиперпресс и ГУП «Кавдаламид». Сегодня уже имеется потенциальный инвестор. Также в этом году мы должны наладить серийное производство 2 построенных и открытых в прошлом году объектов. Это швейное объединение Ингушетии и завод по производству энергосберегающего светодиодного осветительного оборудования в Малгобеке, отметил Юнусбек Евкуров. О достижениях промышленности в Ингушетии можно судить по целому ряду важных производственных объектов, запущенных буквально за последние несколько лет. Экскурс по ним проведет наш корреспондент Мадина Пугоева. Промышленность – одна из основных отраслей в плане экономического развития региона. В республике активно развивается производство пищевой продукции, строительных материалов, зарождается легкая и радиоэлектронная промышленность, металлургия. На сегодняшний день объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере промышленности составил чуть больше 7 миллиардов рублей. На этой неделе состоялась торжественная церемония открытия второй очереди завода по изготовлению алюминиевых профилей «Риак». Предприятие расположилось в промзоне Аль-Юрта. Офисные перегородки, фасадные системы, алюминиевый профиль под мебель и окна. И это далеко не полный список продукции, который будет выпускать завод. Производственная мощность 300 тонн профилей в месяц. В смену же здесь производят до 6 тонн готовой продукции. Объект построен по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа. У нас есть и крупные предприятия, но вот именно такие, я считаю, это будущее наше, потому что они позволяют в первую очередь в малых городах и селах создать рабочие места. Они реально формируют новые статьи доходов бюджета и, самое главное, создают новые качества жизни для людей, которые живут на этой земле. Стоимость предприятия больше 400 миллионов. На заводе планируется трудоустроить до 150 рабочих. И это не считая назрановского предприятия, где задействовано 80 человек. На предприятии будут выпускать свыше 1000 разновидностей алюминиевого профиля. Завод уже поставляет продукцию в Москву, Подмосковье, регионы Сибири и СКФО. Предприятие готово изготовить профили различного типа и в любом количестве по желанию заказчика. Уже наработано, есть определенная ниша, которую мы уже имеем на рынке. И я думаю, уже
уже кадровый потенциал подготовлен, и в дальнейшем нам результат будет очень положительный. В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики» запущен также завод железобетонных изделий мощностью 50 тысяч кубических метров в год. Предприятие позволит обеспечить строительными материалами не только местный рынок. Этот объект важен не только для Ингушетии, он важен для всего Северо-Кавказского федерального округа. Поэтому хочу от имени Министерства по делам Северного Кавказа от души поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве этого объекта. А мы будем со своей стороны помогать всячески в решении таких задач. Баркан. У завода есть будущее. Надо руководству завода максимально делать так, чтобы с учетом плана ввода завода в строй и выхода на полную мощность жестко этот план отслеживать, контролировать, сопровождать и, естественно, довести до логического конца. В регионе также запущен завод по производству алюминиевых радиаторов. Речь здесь идет об импортозамещении не только в масштабах одного региона, но и страны в целом. Завод по производству отопительных радиаторов построен при поддержке Фонда развития промышленности. Сметная стоимость проекта более 800 миллионов рублей. Производительность чуть больше 3 миллионов секций в год. Продукция, которая будет выходить с предприятия этого завода, будет востребована на строительных площадках, на девелоперских проектах. 120 тысяч изделий в месяц – такова проектная мощность еще одного перспективного предприятия. На швейном объединении «Ингушетия» выпускаются школьная и другая форменная одежда, трикотажные изделия и спецодежда по госзаказу. Здесь не только швеи, не только мастера, не только закройщицы. Здесь будут упаковщики, здесь будут сортировать, здесь будут технологи работать, конструктора, знаете, потом еще, штат большой. Если посчитать и уборщицы, санитарок, и медпункт, все, тут более 1000 мест будет. Может быть, и мехом займемся, потому что оборудование позволяет нам это, мастера есть, почему бы и нет. У нас будет свой бренд, у нас будет свое название. Не только фабрика, этикетка будет под своим названием. В конце 2014 года в Ингушетии заработал завод по производству полимерных труб и облицовочных материалов. Полимер производит трубы для газа и водоснабжения, канализационные, а также трубы из полимеров для горячего водоснабжения. Гарантия службы таких труб почти полвека, учитывая, что ассортимент продукции нового производителя достаточно широк, то и спрос на нее весьма высок. Наша продукция реализуется как на территории республики, так и Чеченской республики, Дагестан, Осетия, соответственно, Ставрополь, Краснодар, Ростов. Их перечислить очень много, потому что весь СКФО мы, в принципе, уже обеспечиваем нашу продукцию. А в Малгобеке открылся завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких диодов. На предприятии задействовано только высокотехнологичное производство, поэтому людям останется просто обслуживать машины. В год здесь будут производить 300 тысяч светодиодных светильников и 400 тысяч филаментных ламп. На базе завода скоро будут функционировать сразу несколько цехов по производству стекла, стеклянного порошка, подложек и цех по сборке ламп. Здесь диаграммный уличный, здесь диаграммный уличный и промышленный. Вот 5 метров светильников. Сердало – это свет по-нашему, по-ингушски. Очень красивое слово. Красиво, по-английски хорошо звучит. Все, сердало наше. Утвердили. В своем межгодном послании глава Ингушетии сделал особый акцент на развитие промышленности. Юнсбек Евкуров поручил правительству привлечь инвестиции и тем самым в короткие сроки реанимировать и запустить простаивающие промышленные предприятия. Мадина Пугоева, Зарима Евлоева, Хади Добриева и Индира Манкиева. Новости 24. Сегодня в Совете безопасности пообщались с родителями молодых людей, устроивших накануне стрельбу во время свадебной процессии. Это произошло в минувшее воскресенье на свадьбе у Дербичевых в Гамурзиеве. Движение кортежа получилось шумным и действительно незабываемым, особенно для тех ребят, которые сейчас расхлебывают последствия веселья. Репортаж Светланы Томовой.
Вот так весело и шумно решили провести время молодые ребята, участники свадебного кортежа из сельских поселений Насыркорта и Кажева. Решение громко заявить о себе оказалось весьма опрометчивым, да еще и с риском для собственной жизни и окружающих. Незаконную стрельбу удалось пресечь, а оружие изъять. И вот сегодня представители Совета безопасности республики провели встречу с родителями молодых людей, чтобы донести до них, что такие деяния преследуются законом. Сами же, не кто-то, сами же забрасывают этот интернет-ресурсы. Вот мы какие, мы джигиты. И что, хотят этим показать, что нету никаких органов правопорядка, что нету никакой власти, что нету никакого общества, которому это неприятно и которое не допустит этих вещей. И что в любом случае они будут подвергнуты наказанию. Мама одного из задержанных, Хади Аушева, признается, что сын сам с повинной явился в органы внутренних дел. Поступок сына не оправдывает. По ее мнению, это была выходка молодых ребят, которые страдают юношеским максимализмом. Но воспитательные беседы с детьми в их семье проводили всегда. Там определенные работы проводятся с ним. И проводилось до сих пор. Я его не оправдываю. Я провожу, я же мать. Я его не оправдываю. Я не говорю, что это хорошо. На вопрос главе сельского поселения Гамурзиева, проводились ли перед свадьбой главой села и участковыми инспекторами профилактические беседы, он ответил, что не знал о предстоящей свадьбе, ссылаясь на то, что семья Дербичевых переехала в село недавно, и потому ни имамы, ни местная власть о предстоящем торжестве не было известно. Ахмед Зейтов дал поручение активизировать работу с молодежью, а также сделал замечание главе села Гамурзиева, что он обязан знать все, что происходит в его населенном пункте, и что на руках у них должны быть списки тех, у кого намечается свадьба, чтобы заранее поговорить с родителями жениха. Отец одного из задержанных, Алихан Биштоев, утверждает, что молодые люди взяли оружие на прокат в тире, а в свою очередь сотрудник тира утверждает, что они оружие на прокат не дают. Более того, к посещению тира допускаются лишь те, у кого при себе имеются все необходимые документы. Комиссия прийти, два наряда 3, психоневрологи, медсправки, паспорт, точно, воду и действующий сотрудник. Ну что должны дальше нас Религиозные деятели, в свою очередь, отмечают, что такое поведение недопустимо для мусульман, что родителям необходимо более строже относиться к молодым людям, выезжающим за невестой, и не пускать за мях более 3 машин. Но в этой ситуации он не снимает ответственность с турков и тамадов села. منطقة بينه وسحن وقتها وعنده كل مستقام ديزي حماد ترك إمام رناق وها اسوس اليوم شيء تكون حاطة الناس تقولون نحن دي دير دخلنا إزديش المشاهد بينه ثم ديش أنا يعني صار واسطة هذا الجدار زيوم كان أخوش كده السجادة ولا. По словам представителя правоохранительных органов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 3 участников инцидента и автомобиль, из которого изъяты 2 автомата, 2 пистолета, 1 автоматически охолощенный пистолет, являющийся светошумовым оружием, и боеприпасы для оружия. Действительно, 15 числа у нас на территории нашей республики нашими людьми, нашими молодыми людьми совершено хулиганство. Это просто, кажется, на первый взгляд, что это, ну что, молодые люди постреляли. Это не так. Хулиганство – это тяжкое преступление. То есть грубое нарушение общественного порядка, явное неуважение к обществу, сопровождающее с применением оружия. Родители задержанных полностью признают свою вину, но обещают в будущем, что будут вести более жесткий контроль в воспитательной работе со своими детьми.
Диша истирация летят. Разумеется, я чего. Ну, там куда-то, что не там куда-то. Ну, когда-то шихают. Виновники же торжества, а это сторона жениха, о произошедшем, по словам Аминат Дербичевой, узнала только вчера. Она отмечает, что супруг болеет, потому сама лично вместе с родственниками мужа просила молодых ребят поехать за невестой в составе не более 4 машин. Улан Невлоева отмечает, что каждый должен понимать, что за такие проступки необходимо отвечать по закону Российской Федерации. Он подчеркнул, что для нашей молодежи в республике созданы все условия. И как минимум стыдно вот так вот неподобающе себя вести. Это недопустимо. Почему? Потому что сегодня, если посмотреть наши соцсети, наш интернет, в интернет смотрит не Российская Федерация, а весь мир. На территории всего земного шара. И сегодня я действительно вчера смотрел, открывал именно вот этот сайт, и двое ребят с двух сторон выглядывают с двумя автоматами. Ну что про нас скажут? В других государствах, в федеральном центре. Что вы, дикари, что ли? С автоматами, в мирное время, не военное время. И я не знаю, что это за традиция, что это за обычаи. Закуп листья, бар, гец, хандала, царь, воды, лека, хаваста, гец, пиццу, мотихи, хандузна, гаманянди, а тут вахатери, там сузы, я специально дома сидать, и зону хуже, хахуз выиграть, это банда, и он блокировал, что еще, отдушен. Молодые ребята находятся под стражей. На них заведено уголовное дело по статье «Хулиганство» и проводится дознание. И у них изъято несколько единиц вот этого оружия охлаженного. Сейчас в данное время проводится дознание. После предварительного расследования будет известно, подразумевает это уголовное наказание или будет прекращено в отношении них уголовное преследование. Все это решит следствие, и я думаю, по результатам следствия там дальше мы будем говорить о том, как эти молодые ребята понесли наказание. Следует отметить, что еженедельно по воскресеньям, а именно в этот день в основном играют свадьбы, выставляются посты на оживленных участках дороги, чтобы обеспечить безопасность граждан. Но, как показывает практика, сколько посты не расставляй, все будет без толку, пока молодые ребята не научатся уважительно относиться к окружающим. А ведь в подобной ситуации краснеть за них приходится именно родителям. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24. Герою России Алихану Калиматову сегодня исполнилось бы 49 лет. Воспитанный в духе патриотизма, отважный, смелый, он посвятил свою жизнь служению Отечеству, обеспечению безопасности жителей родной республики. В сентябре 2007 года Алихан Макшарипович героически погиб в результате огнестрельных ранений. Но в памяти ингушского народа навсегда сохранится его имя настоящего офицера и патриота, вписавшего в историю Ингушетии и всей России прекрасную страницу воинского и человеческого подвига. Школа, где учился Алихан Калиматов, бережно хранит давние традиции и носит имя Героя России. С 2000 года Алихан – сотрудник управления ФСБ по Самарской области. Ему довелось прожить неполных 39 лет, из которых 7 он посвятил органам госбезопасности. В октябре того же года указом президента России за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, подполковнику Алихану Калиматову было присвоено звание Героя России посмертно. Под звуки зажигательной лезгинки и напутственных слов старших в военном комиссариате села Икажево прошли торжественные проводы новобранцев, призванных на военную службу в различные регионы России. Отдать долг родине сегодня отправились 18 ребят. Репортаж Микаила Тангиева. С первого дня вашей
Напутственные слова поддержки звучат сегодня отовсюду для юных новобранцев. Совсем скоро им предстоит покинуть родные края, чтобы отдать долг своей отчизне. Всего за время весеннего призыва ряды вооруженных сил страны пополнит около 200 молодых людей из Ингушетии. Ребята, как вы видите, лучшие из лучших отобраны. Все ребята имеют водительские удостоверения, образованные, многие дипломированные. Так как мы и раньше отправляли некоторые из этих частей, ребята, которые за ними приехали, покупатели, тоже с нами знакомы многие. Пожелала будущим солдатам успехов и обладательница 2 орденов мужества, ветеран боевых действий Радимхан Магушкова. Большинство ребят, мы как знаем, уходят они подготовленные. И надеюсь, что родители получают благодарственные письма за хорошее воспитание. Я считаю, что воспитание багажей, который человек выносит из своего дома. Самое главное, чтобы они были мужественно себя вели, чтобы показали себя, что они достойные ингуши. Специально для ребят во дворе военного комиссариата была организована концертная программа с участием артистов нашей эстрады. Перед зажигательными ритмами ингушской лезгинки не смог устоять никто. Моусер Ажигов в числе тех, кого отправляют служить в инженерные войска в Москву. Он давно мечтал стать военнослужащим и считает это своим призванием. А уже после окончания службы планирует остаться по контракту. В последние годы призывники из Ингушетии отдают предпочтение Национальной гвардии, ведь служить в их рядах считается престижным. Ислам Арчаков, еще будучи школьником, твердо решил, что пойдет в армию, и после окончания школы сам пришел в военкомат. По традиции, поддержать и проводить призывников в далекий путь пришли их родные и близкие. Мама Ислама Арчакова, конечно же, переживает за своего сына, но в то же время понимает, что служба пойдет ему только на пользу. Солдатам вооруженных сил России предстоит отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Тамбов, Мурманск и другие города. Офицеры войсковых частей, или как их еще называют покупатели, специально прибыли в Ингушетию, чтобы забрать ребят в инженерные, железнодорожные и военно-воздушные войска. Прибыли из города Санкт-Петербурга. Часть дислоцируется в пригороде Петербурга. Забираем 3 новобранцев, скажем так, будут служить в войсках противовоздушной обороны. Я думаю, ребята крепкие, справятся со всеми тяготами и лишениями военной службы. Надеюсь, что ваши военнослужащие проявят себя с положительной стороны, освоят свои специальные обязанности и вернутся на родину с чувством выполненного долга. У родственников еще есть пару минут, чтобы попрощаться с близкими, после чего новобранцам необходимо собираться в дорогу. Впереди их ждет настоящая школа жизни. По окончанию военной службы, которая длится ровно год, призывники смогут продолжить службу в армии по контракту или же вновь вернуться домой к родным и близким. Микаил Тангиев, Рахман Цуров, Новости 24. Сегодня Всемирный день радиолюбителя. Несмотря на то, что радио изобрели более 100 лет назад, этот праздник считается одним из самых молодых. 18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителя. Благодаря этому событию у многих появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. По всему миру вещают миллионы радиостанций. В Ингушетии их 3 – ИТТ, ГТРК Ингушетия и самое молодое – радио нашей телекомпании, сотрудники которого даже в свой профессиональный праздник вели прямые эфиры. Национальное радио сегодня это более 10 часов прямого эфира ежедневно. Десятки звонков и СМС из разных регионов страны. Наши коллеги ежедневно готовят материалы, насыщают эфир интересными программами. Напомним, наше радио вещает на волне 88,8 FM. Вырубили воду за неуплату. Вот так, радикально, но не без предупреждений, причем неоднократных, поступили с жильцами компетентные службы. Вынужденные меры предприняли по отношению к тем, кто проживает по улице Московская в доме номер 41 в Назране. Долг местных потребителей исчисляется миллионами. Из-за неплательщиков пострадали и сознательные граждане, что, безусловно, не совсем справедливо. Зелимхан Калуев о коллективной ответственности.
Пора платить по счетам. Весь дом остался без водоснабжения. Получить хотя бы каплю воды в этом многоквартирном доме отныне смогут только при одном условии – погашение внушительного долга. 2 миллиона 967 тысяч рублей. Такую сумму задолжали 132 жильца. 41-й дом на улице Московская, пожалуй, бьет все рекорды по неуплате долгов за воду. Сотрудники водоканала стучатся в двери каждому поадресно, но жители уже по традиции отсиживаются за закрытыми дверями. На такие радикальные меры, как отключение воды, в водоканале пошли только когда поняли, взывать к совести неплательщиков бесполезно. 10 дней назад на дверях комиссия расклеила специальные уведомления, призывая погасить долги хотя бы частично. У данного абонента задолженность составляет 9534 рубля. После обхода нескольких подъездов дверь все же открывают дети. В ответ на вопросы комиссии всегда заученная родителей дома нет. Но замкнутый круг продолжается, и вот вторая попытка достучаться. Задолженность составляет 18 тысяч. Платить собираетесь? 18 тысяч. 18 тысяч в данный момент у вас задолженность. Что мы собираемся с этой задолженностью делать? Надо день суд, да? Хотя бы хоть как-то надо начать частично оплачивать. Составить там мировое соглашение, что вы ежемесячно будете вносить определенный вклад. Ежемесячно долг жильцов доходит до 260 с лишним тысяч рублей. И на протяжении нескольких лет диалог с неплательщиками стал для контролеров настоящим испытанием. Таким участком месяц, 2-3 раза. Например, этот дом мы месяц 2-3 раза обходим. Абоненты, хоть и были уведомлены, категорически отказываются платить. Например, вы видели, мы прошлись по домам. В принципе, 90% нам двери не открывают. Те, которые открывают, говорят, нет возможности и так далее. И по поручению директора Ингуш регион водоканал Зайтова Юрия сегодня вода была отключена. Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно, правда, плоды приходится пожинать долго. Несмотря на это, сотрудники водоканала не перестают повторять. Полностью дом опрочса, децансагу оплаты аят, енериш хаилыш бат, делдош дегордошак. А вот Любе Зауровой, пожалуй, стоит отдать должное. Женщина даже переплачивает, а воды лишилась из-за халатности своих соседей. Люба, в отличие от них, знает цену коммунальным благам. Даже не хотела не сдаться, хна что-то доллар не сдаться, дал мне хни не кияж, бусумнах мы дивидал хакек дежлахтер мы хид доллар мялбы, хна доллар мялбы, тонышки лят не доллар свет доллар, схохам конемат виндал хаден бешкет мы сuna сдаться сум газ бусумнах беж, квартирантыш по 15 тысяч, по 18 тысяч хотела шаидиш бары. Пусть или квартиранты оплачивают, или сами оплачивают. Сожители, например, с предоплатой, я хочу телевидение, шабардин диких яцу. Так софиди дежи, хан сар ахштал царя, сухиду ачай, хан тика дются санхида. Воду жильцам 41-го дома подадут только когда они начнут платить по счетам. А до этого, видимо, им, как и Любе Зауровой, придется покупать воду в магазине. Зелимхан Калоев, Майербек Миржоев, Новости 24. Это еще не все новости. Сразу после короткой рекламы вы увидите. Сегодня Международный день памятников и исторических мест. Экскурсия прилагается. Электронную сертификацию и защиту от мраморного клопа на территории Ингушетии обсудили в Россельхознадзоре. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41.
Сегодня Международный день памятников и исторических мест. Он проходит под девизом «Сохраним нашу историческую родину». В Ингушетии больше 1000 архитектурных памятников Средневековья, которые в основном сосредоточены в Джейрахском районе. Более 120 из них включены в единый Росреестр объектов культурного наследия народов России. Члены ОНФ Ингушетии организовали экскурсию для студентов топливно-энергетического колледжа. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Среди живописнейших пейзажей горной Ингушетии сложно выделить один населенный пункт, который притягивал бы больше внимания, чем остальные. Однако селению Фуртоук периодически это удается. Связано это прежде всего с тем, что здесь родился и жил без преувеличения выдающийся человек, один из руководителей борьбы за советскую власть Гапур Ахриев. Именно в доме, где он проживал, и открыт музей. Сюда-то и держат путь участники сегодняшней экскурсии. Опять-таки документальная база, что он действительно был участник гражданской войны, член народных комиссариатов. В этом отношении какое образование, как он боролся за сохранение именно автономии нашей республики. То есть, что у ингушей должна быть своя автономная республика. В этом отношении соединение в 1934 году две области, Чеченская автономная область и Ингушская автономная область, получился статус Чечено-Ингушская автономная область. В Международный день памятников и исторических мест напомнить жителям Ингушетии о героях тех времен и, следовательно, о местах, где они жили и воспитывались, не будет лишним, считают члены ОНФ. Поэтому студентам Северокавказского топливно-энергетического колледжа рассказывают как о личностях в истории Ингушетии, так и местах исторического наследия, которых в Ингушетии немало. И если мы даже поедем и действительно отдадим дань уважительного отношения к памятникам истории, потому что мы с вами это должны прежде всего знать и раскрывать перед нашей молодежью. Потому что, находясь вот в таком, посмотрите, какой феноменальный горный ландшафт. И опять-таки, как они строили эти башенные комплексы. И боевая, и живая. И сохранившиеся именно жилища, в котором создан музей. И когда Фатима Идрисовна Кудусова-Далакова действительно изъявила желание первый филиал именно в Фуртоуге сделать, весь коллектив, а там были и чеченцы, и ингуши, и русские, ответили только позитивно. Мы должны нашим детям, юношам, туристам, гостям раскрывать наше индивидуальное «я» в культуре. Музей имени Гапура Ахриева был открыт в 1981 году. С тех пор прошло немало времени, однако обстановка, что царит в доме, мало отличается от той, что была в 1890 году рождения Гапура Ахриева. С тем, что экскурсия получилась очень интересной, согласны и ее непосредственные участники. Хава Магомедовна нам дала очень много новой интересной информации, помимо той, что мы когда-то читали в книгах, узнавали от своих преподавателей. Она нам рассказала в очередной раз про быт, культуру и историю Гапура Ахриева. Древний полуразрушенный аул Фуртоук – уникальный исторический памятник, который манит туристов со всего мира. А ингушей это место возвращает к самым истокам. Посетив подобные достопримечательности, вы уже не сможете забыть свои корни. Тамерлан Хамхоев, Магомед Урусханов, Новости 24. Сегодня в Россельхознадзоре Ингушетии прошло публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за первый квартал этого года и соблюдение обязательных требований российского законодательства. Одними из актуальных тем стали электронная сертификация и защита от мраморного клопа на территории Ингушетии. Репортаж Даны Плиевой. Сегодня система государственного контроля по-прежнему архаична и неэффективна. Видеопрезентация уже говорит о цели сегодняшнего собрания. Речь идет о реформе контрольной и надзорной деятельности, утвержденной в 2016 году и рассчитанной до 2025 года. Программа определена в качестве одного из основных направлений развития страны и ориентирована на повышение уровня эффективности контрольно-надзорной деятельности на региональном и муниципальном уровнях. Именно поэтому Россельхознадзором Ингушетии каждый квартал проводятся публичные слушания, где сотрудники ведомства информируют о проведенной работе в этом направлении. Также мы пригласили сюда бизнес весь, который имеется на территории республики, государственные унитарные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства. И доводят им информацию наши начальники отделов по направлению деятельности это земельного надзора, фитосанитарного надзора и ветеринарного надзора. Поэтому
Ведомство, если будет исполнять и только свои прямые обязанности без бизнеса взаимодействия, то никаких надлежащих исполнительных обязанностей не будет. За первый квартал этого года сотрудниками Россельхознадзора было проведено 132 проверки, в числе которых 7 в отношении индивидуальных предпринимателей и в 10 раз больше рейдовых мероприятий на торговых точках республики, проверки ветеринарного и фитосанитарного надзора. Мы выявили уже за первый квартал текущего года 68 нарушений. Несмотря на то, что вот сам план проверок и контрольно-надзорной деятельности, она чуть снизилась. 68 нарушений. Это сигнал. Нарушения связаны в основном с отсутствием сопроводительных документов в части ветеринарного надзора и также в части фитосанитарного надзора. А по земельному надзору там связано больше с нарушением и загрязнением почвы нефтепродуктами, незаконные карьеры и свалки мусоров в несанкционированных местах. Основная цель реформы – это обеспечить безопасность жизни и здоровья человека, для чего на административной границе республики было досмотрено около 500 голов скота и 3 тонн продукции животного и растительного происхождения. Выявили нарушения, связанные с отсутствием сопроводительных документов. После этого был произведен возврат 10 единиц животных и несколько сотен килограмм продукции. И это только одна из проблем. С 1 января текущего года в республике в обязательном порядке введена контрольная сертификация «Меркурий», которая включает в себя наличие всех документов в электронном виде. Но, как отметили на слушании, выполнить это требование никто не спешит, хоть и проводится сертификация на бесплатной основе. А уже с 1 июля продукция предпринимателей без электронной сертификации будет утилизирована. Они несут меньше потерь. Это финансовых затрат нету, отсутствие финансовых затрат, это выгодно им. Времени они немного меньше теряют, потому что все оформляется в электронном виде, никаких проблем нету. Получил сопроводительный документ в электронном виде, можешь спокойно передвигаться и реализовывать данную продукцию. Еще одной темой для обсуждения стала и проблема с коричневым мраморным клопом. Вредитель, выявленный в Краснодарском крае, с 1 июля прошлого года входит в единый перечень Евразийского экономического союза карантинных объектов. Есть большая вероятность, что он может перебраться на территорию республики. И поэтому с сотрудниками Россельхознадзора были проведены плановые проверки на всех рынках и государственных унитарных предприятиях, куда доставляются семена из Краснодарского края. Сад Гигат Ингушетии – один из них. Вредителя там не нашли, но, как отметили сотрудники фитосанитарного надзора, с конца апреля мраморный клоп выходит из зимовки, и поэтому они собираются провести повторные проверки. Будут закуплены феромоновые ловушки, закуплены нами, и будут выставлены по всей территории республики, в основных местах, где они могут быть. В целях профилактики нарушений Россельхознадзором проводится и разъяснительная работа с населением путем публикации в СМИ. И, как отмечают сотрудники Россельхознадзора, подобная практика приносит ощутимый результат. Дана Плеева, Хаваш Гойгов, Новости 24. В дело сохранения окружающей среды решили внести свою лепту ученики 3-й Плиевской школы. Здесь провели открытый урок и пригласили в качестве экспертов сотрудников Комитета по экологии и природным ресурсам. Каждый из участников мероприятия подробно изучил проблему современности и предложил свои способы борьбы с загрязнением. Хади Добреева расскажет. Беречь природу нужно не периодически во время акции, а каждый день, каждую секунду. Вопросу экологии в 3-й Плиевской школе уделяют особое внимание. Ученики не только поднимают эко-проблемы, но и предлагают возможные пути решения. Домашним заданием было выяснить, какова на сегодняшний день экологическая ситуация в регионе. Я знаю, что по данным Министерства экологии, Ингушетия, Севастополь и Кабардино-Балкария вошли в число самых чистых регионов. Но я этому очень рада, но на этом нельзя останавливаться. Нужно продолжать достигать цели. Директор школы Казбек Латыров уверен, что главное – показать правильный пример детям. Помимо выездных занятий на свежем воздухе и подобных открытых уроков, руководство школы старается внести свою лепту в дело сохранения природы. Мусор выкидывается, специально поставили 5 видов баки. Это стекло отдельно, металлические баночки отдельно. Бумага, у нас отдельно заключен договор с карболарской фирмой, всю макулатуру они у нас вывозят. Специально делаем так, чтобы было меньше потребления у нас газа. Убираем отопление не полностью, а как можно ниже ставим уровень температуры, чтобы, во-первых, это экономия, во-вторых, это экология у нас улучшается. Также вокруг озеленяем.
Открытый урок посетили специалисты комитета по экологии. Они поблагодарили учеников за подготовленные выступления и выразили надежду, что ребята будут бережно относиться к природе. Проведение экологических уроков, я считаю, достаточно очень важным, поскольку с раннего детства необходимо воспитывать чувство ответственности у подрастающего поколения за окружающую природную среду, за ее сохранность. Чем чаще проводятся данные уроки в общеобразовательных учреждениях, тем дети с большей ответственностью относятся к сохранности нашей окружающей природы. Восьмиклассники уже твердо усвоили, что именно промышленные объекты, газовые выхлопы и издержки синтетического производства превращают экологический мир в проблему современности. Завершили урок ребята полезными советами, которые помогут каждому стать причиной улучшения экологии в стране. Просто посадите деревья, выключайте компьютер на ночь, откажитесь от пластиковой посуды и не загрязняйте реки. Хадза Добреева, Зарима Ивоева, Рахман Суров, Новости 24. Еще одна победа ингушского спортсмена в мире ММА. Нурмалат Пошев выиграл в поединке 1/8 финала Гран-при «Беркут». Его соперником стал боец из Калининграда Дмитрий Шестаков, за плечами которого уже 8 профессиональных боев. У нашего земляка на тот момент в активе их было всего 2. С первых же секунд поединка Нурмалат стал прессинговать своего оппонента, прижав его к канатам. Такое давление не могло не сказаться на Шестакове. В итоге победу досрочно в первом же раунде одержал Нурмалат Пошев и вышел в 1/4 финала Гран-при. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.